всегда добавляю молотую зиру. Это вот эта вот вещь, да? Она зира, это как природный мизин, где присутствует зира, там исключена возможность появления даже изжоги. Зира, черный перец, нормальный черный перец, он перемалывается. Кто не любит острое, я черный перец исключаю и добавляю это вот такую вещь, как называется кориандр. Да? Он у нас в Крыму растет, очень ароматная вещь. Вот, перемалывается зира, кориандр плюс немножечко базилика, вот этой вещи, и джамбиль. Такой букет, он, ну, ваши чебуреки точно неповторимые будут. Есть иммуноповышающие вещи, да, и приятные на аромат, и вкусные, и полезные. Это кардамон, это вот такая вот вещь. Да, он тоже произрастает в Индии. Хорошая, более такой лимонный аромат у него. Я его использую в курице, в мясе, в рыбе. Везде, где нужно получить аромат, приятный аромат, и либо фишку такой, скажем так, где кто-то хочет удивить на кухне кого-нибудь. Для очистки организма это используется темный лен. Есть молотый имбирь, он тоже иммуноповышающая, иммуноподдерживающая специя. Это кориандр, я беру его отдельно и зиру сначала, да? Зира и черный перец. Они перемалываются, это то, что люди всегда его используют. Далее базилик, это наш домашний крымский базилик, очень ароматный. Сухой лук, его собирают в несозревшем виде. Опять же он попадает в кофемолку, это грубый помол уже будет. Вот то, что мы делали традиционно, а потом мы добавляем несколько вещей, он меняет на 180 градусов. Теперь цветовую гамму. Есть люди, это паприка, королева специй. Везде используется паприка. Это сладкая паприка. Он и цвет приятный будет. И острая паприка, либо чили еще, это острый перец. Вот. Немножечко добавляем для остроты. Гарантирую успех.